Здравствуйте, мы находимся в Доме правительства Северной Осетии в кабинете министров кадровой перестановки. Такое решение принял глава республики Теймураз Мамсуров. О том, что грядут перемены, руководитель Северной Осетии озвучил во время своего последнего ежегодного доклада послания. В экономике в целом, это ключевое звено в работе правительства, тоже надо навести порядок, имея в виду стиль и методы работы всего правительства. Пока же все полезные функции министров часто сводятся к написанию отчетов. Отсутствует координация, нет системности. Каждое ведомство варится в собственном соку. А должен быть тщательный анализ, ежедневный разбор полетов, непрекращающийся мозговой штурм, моделирование ситуации при различных вариантах ее развития. У нас есть общая стратегия, определены индикаторы, а мы тихо к ним ползем из года в год, и так не годится. Имена новых министров уже известны. С каждым из них глава Северной Осетии пожелал встретиться лично. Сейчас в кабинет к Теймуразу Мамсурову вызвали Рустема Келексаева. Теймураз Казбекович, Келексаев Рустем Казбекович рекомендует на должность заместителя своего по социальному блоку, тот, который возглавлял Табулов. Направление большое, очень большое направление. Одно дело заниматься молодежной политикой и спортом, другое дело вся социалка. Особое внимание указом президента России. Очень ответственно, но не могу подвести вас, Теймураз Замбекович, не могу подвести Сергея Керменовича. Сделаю все возможное, что от меня зависит. Хорошо, подписываю указ, желаю успехов. Скажите, пожалуйста, ожидали ли вы такого назначения и трудно ли будет после спорта работать в социальной сфере Северной Осетии? Сейчас в ранге вице-премьера мне придется заниматься, по сути, всей социалкой. Это на самом деле очень ответственно, это очень огромный объем работы, где практически в круглые сутки придется работать, заниматься с подведомственными министерствами, мониторить ситуацию на федеральном уровне. Под ваше руководство попало новое ведомство, не самое простое, ЖКХ. Как вы планируете построить свою работу в этом направлении? Ну, только что я, в принципе, и знал, и только что получил задачи, получил наставление оживить эту работу, улучшить, значит, разобраться в целом в комплексе всех тех задач, которые стоят перед министерством вновь созданным. Ну, оценивать будем немножко попозже, когда будут результаты с Божьей помощью. А пока задачи ясны, будем общее движение вперед поддерживать. Скажите, пожалуйста, как вы проведете свой первый день в должности министра? Ну, честно говоря, договорились с Рустемом Казбековичем. Мы сейчас после представления пойдем здесь, министерство наше. Как говорится, уже мое, как говорится, рядом мы пройдем. Казбекович там меня представит. В принципе, коллектив я весь знаю. Ну, посмотрим. Я думаю, что ему есть, что мне подсказать и как-то меня правильно направить. Поэтому... А там посмотрим, все в моих руках, и я думаю, что все будет нормально. Министерская работа – это работа управленца, и я считаю, что нет ничего более заманчивого, интересного, чем пытаться решить проблемы, которые кажутся нерешаемыми, в сроки, которые кажутся невозможными. У меня есть четко поставленные задачи, и я попытаюсь дать результат в реально короткие сроки. Скажите, как опытный управленец, насколько важно и эффективно слияние двух комитетов сейчас? Ну, я считаю, что это первый шаг, который сделали на сегодняшний день. Когда эти два ведомства вместе объединены, то эффективность работы намного выше. Если они были разрознены, то были несостыковки, были коллизии, возникали всякие вопросы, которые на сегодняшний день и после сегодняшнего дня, возможно, их больше не будет. На самом деле, несколько лет назад вот этот функционал по охране памятников уже был в министерстве. Потом, в связи с реорганизацией на федеральном уровне, был создан специальный комитет. Сейчас просто возвращается все на круги своя. Это полностью соответствует структуре Федерального министерства культуры, в состав которого давно входят вопросы охраны памятников. Почему это ИО? Потому что комитет по охране памятников частично финансируется с федерального бюджета, и поэтому нужно пройти процедуру согласования уже меня в качестве
министра, уже выполняющего и функционал по охране памятников. Георгий Казбекович, скажите, пожалуйста, а готовы ли вы навести порядок с ответственностью подрядчиков за обслуживание положенных дорог в качестве нового назначенца в этой должности? Ну, вы знаете, если уже работать, надо порядок наводить не только там, но есть много вопросов, есть ряд проблем, и мы в рабочем порядке будем их решать и будем работать, конечно же, будем и с вами делиться информацией, будем максимально работать так, чтобы все было открыто и доступно. Все люди сегодня назначены, они в команде были и работали, просто время, как говорится, дает свои вызовы, новая повестка дня. В послании главы, недавно прозвучавшей, была критика правительства, были сделаны замечания, пожелания. Мы учли это, изучили, учли эти замечания и подготовили мероприятия по ликвидации, как говорится, этих ошибок своих. Ну и в то же время посмотрели, что несколько изменить структуру экономического блока, создано новое министерство, которое бы реализовывало вопросы и развития туризма, которые очень сопряжены с предпринимательством, с инвестициями. Поэтому это объединили в один блок, в одно министерство. Официальная часть подошла к концу, все должности розданы, и чиновники в ближайшие дни приступят к своим новым обязанностям. Медиапортал «Осетия ТВ» подготовил графическую структуру нового состава правительства Северной Осетии с учетом всех назначений. Таким образом, в иерархии власти упразднили 3 комитета и 1 министерство. Сейчас в новой структуре председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева 2 первых заместителя – Азамат Хадиков и Зураб Макеев. Их заместители, а их всего 6, Валентин Базаров, Рафаэль Беликов, Константин Габисов, Виталий Зангионов, Рустем Келехсаев и Леонид Киселбрейнер. Министерств стало на 2 больше, новые ведомства возглавили Алан Диамбеков и Таймурас Мильзахов. Зато комитетов на 3 меньше. Изменения коснулись комитета по связи и информационным технологиям, которому передали кураторство СМИ. Теперь комитетов в структуре правительства всего 4. Нам известно, что грядет сокращение в тех ведомствах, которые реорганизованы. Медиапортал «Осетия ТВ» будет информировать о развитии событий. Хочется отдельно отметить, что в составе Кабинета министров появился олимпийский чемпион Хасан Бароев. Вот что думают об этом жители Северной Осетии. Мое отношение к этому, в частности, его дальнейшая деятельность покажет уже. Конкретно сейчас ничего не можем сказать, так как и Рустем выдающийся спортсмен, и личность видная, и Хасан не менее видная личность тоже. Положительно. Неожиданно, конечно, приятно, мы удивлены даже. Ну, как бы он нам Это нравится, приятная почему новость. да. Я же говорю, удачи, успехов и всего хорошего. Да. И в спорте, и в других, допустим, делах, чем молодежь будет где-то по углам шататься, курить, я думаю, за таким человеком они пойдут в спорт, будут заниматься, выигрывать, завоевывать Осетии побольше золотых медалей. И, как говорится, еще у меня просто друзья с Саманкула, а я знаю, что Хасан Бароев сам заманкульский, так что в целом я отношусь положительно.